Международного общественного фонда единства православных народов продолжается в Молдове. На днях «Голоса православной России» порадовали и жителей Камрата. Произведения мировой музыкальной классики, русский и молдавский фольклор в исполнении камерного хора Московской консерватории, хора колледжа имени Гнесиных и камерного хора «Классика» звучали на днях в Камрате. Переполненный зал то и дело взрывался аплодисментами благодарных зрителей. Артисты оценили столь теплый прием по достоинству. Молодые музыканты, студенты училищ, студенты, в частности, Московской консерватории, они получили заряд позитивной энергии от слушателей Гагаузии. И спасибо вам большое за такой теплый, радушный прием. И сколько народу. Вот я смотрю, от пожилых людей до детей. Все сегодня приехали. Почему? Что им духовности не хватает? Нет. Наоборот. Вот это еще раз подтвердили, что мои духовные чада имеют очень высокую духовность. Прекрасные голоса, звучавшие в этот вечер в Камрате, подарили хорошее настроение зрителям. Только духовность мы получили от этого концерта. Как сказал наш владыка Преосвященнейший, мы с этого концерта забрали мешок именно духовности. Все, что они сделали, все, что они приготовили, это все на духовной почве. Постарели, не видели такие. Мы очень рады, дай Бог здоровья им и нам всем. Это песни все хорошие. 100 километров приехали для того, чтобы послушать Чешмекёе, Вулканерский район. А я приехала из Щедорунги, очень рада, что побыла на этом концерте. Очень интересно было. Спасибо за все. Башкан Гагаузии, который тоже был среди зрителей, отметил важность подобных мероприятий, несущих людям заряд хорошей энергии. Гагаузский народ был сострадательным народом, богобоязненным народом. И всегда первое, что делали гагаузы, когда переселялись на другие места, уезжали, в силу различных обстоятельств этот народ прошел тяжелую жизнь и много кочевал. Первое, что строили, это строили храмы. Заключительным аккордом программы «Голоса православной России» станет концерт в Бельцах 17 октября.